Идет попытка рейдерского захвата гостиницы «Абхазия» и «Ориенталь». До сегодняшнего дня мы не выносили на суд общественности данную ситуацию. Во-первых, потому что рассчитывали на справедливость и непредвзятость суда, в данном случае суде арбитражного суда. Во-вторых, потому что конфликт затрагивает близких людей, в том числе близких родственников. Однако после того, арбитражный суд в лице судьи Юлия, сегодня в лице судьи Логов приняли несправедливое решение. У нас не остается другого выбора, как обратиться к СМИ, к общественности. Кроме того, такие объекты, как гостиница «Абхазия», «Кварчал» — это значимые, и «Ориенталь», да, по-другому, а это значимые и знаковые объекты нашей страны и нашей столицы. И общество вправе знать о том, что происходит вокруг них. Я хочу сказать вам, что последние 2 года, с тех пор, как владельцами гостиниц, а также между одним из владельцев и третьей стороной, наша семья буквально живет в аду. Ложь, клевета, оскорбление в наш адрес — это реальность, в которой мы живем последние 2 года. Для того, чтобы понять, как мы дошли до ситуации рейдерского захвата, я должна изложить суть конфликта, начавшегося в апреле 2024 года. Ну и, наверное, сейчас я тогда начну рассказывать. Если какие-то вопросы, будут флешбеки, потому что невозможно рассказать о конфликте, не возвращаясь, не вспоминая, что было до этого. На момент начала конфликта по гостинице «Абхазия» учредителями «Континенталь Абхазия» были Тимирбулатов, Джунова и Айба, Мегалянс, Тимирбулатов, Джунова, Айба, Бигвала, Качари. Суть конфликта, вообще, мне кажется, надо сперва об этом сказать, и потом вокруг этого все происходит. Суть конфликта в нарушении преимущественного права, который прописан не только в уставе компании, общества, но и в законе Республики Абхазия. По этому преимущественному праву, если владельцы гостиницы хотят продать свой капитал, то есть свою долю, они в первую очередь должны обратиться к участникам общества с предложением о продаже. Если в течение месяца не будет никакой реакции, да, то есть все участники общества или один участник общества откажутся от этого преимущественного права, они могут дальше продавать третьим лицам. Вот, в принципе, мы за это право и боремся. Как гражданина, как участника общества, как Абхаза и вообще как человека. Это по всем этическим, мне кажется, не только по закону. Это право и, естественно, самое главенство закона, но еще и этические права, которые мы оставим. Оставим свое право преимущественно. И поэтому я хочу начать с конфликта, который начался, в принципе, 25 апреля. Был звонок от Стеллы Айба, моему супругу Бигвала, где она сказала, что у нее появились какие-то абхазы, у которых есть инвестор, и мы хотим Вова подумать. Ну что, Бигвала отвечает: Стелла, ты прекрасно знаешь, и это уже вернусь, потому что это тоже очень важно. В марте месяце, поэтому я сейчас буду возвращаться, потому что нужны объяснения тому, что происходит. В середине марта закончился судебный процесс, который шла с Тимирбулатом, который на территории гостиницы «Абхазия» незаконно самострой. Очень тоже тяжелый был процесс со всякими подводными течениями, но мы сейчас не об этом. Вот 13 марта закончился мировым соглашением между сторонами. И 13 марта мой супруг пишет Джону Руслану: Руслан, из-за того, что был этот процесс с ДЦРЛ, он до этого вел переговоры с Внешэкономбанком, чтобы взять кредит. Из-за того, что начался этот процесс, это все приостановилось. Да, все приостановилось. И 12 марта, когда стороны ДЦРЛ и сторона гостиницы «Абхазия», общество «Континенталь» заключили соглашение, мой супруг, это все есть. Вот пришла наш адвокат, который у них все это задокументировано. Что еще хочу сказать? Вот все эти переписки, все, о чем я сейчас буду говорить,
Это все документировано нотариусом в Москве. Это через Министерство связи. Это целая была большая процедура. Больше 100 листов одной переписки, 100 листов другой переписки. Все это нотариально заверено, приложено, привезено в Абхазию. Притом приложено во всех судах. И вот в этой переписке Руслан Вова ему говорит: Русик, но я продолжаю свои переговоры с Нижекомбанком, из-за этого суда с ГЦРЛ мы не смогли, ну, как бы, естественно, никакой Нижекомбанк и никакой банк не даст кредит. Я продолжаю, как бы, возобновляю свои переговоры, где Руслан написал: удачи. Есть переписка, которая вторая, сейчас я говорю. Есть вторая переписка, которую сейчас приложили к суду, где Бигбаба общается со своим коллективом. Он говорит, там, вам будут звонить представители Нижекомбанка, там, представители Хилтона, который делает проект и так далее. То есть идет рабочий процесс взятия кредита в Внешэкономбанке. Это знает, как я уже сказала, это знает его соучредители, участники общества. 25-го, значит, в зале Стелла, на что он говорит: Стелла, ты же прекрасно знаешь, чем я занимаюсь, как вы меня сейчас можете, я ничего не продаю, вы знаете, что я занимаюсь кредитом в Внешэкономбанке. Ну, это очень эмоциональный разговор был, это вечером, я присутствовала при этом разговоре. На следующий день она попыталась с ним связаться, он как-то занят был, наверное, не ответил, и через там, пару дней звонит Руслан и стал и говорит: Вова, давай все-таки послушаем ее предложение. Вот хорошо, давайте встретимся. Таблетку от головы. Таблетку от головы? У тебя, наверное, ой, подожди. Дай я таблетку. И он говорит о том, что Руслан, давай встретимся. И в субботу, вы знаете, я настолько хорошо, я даже поминутно помню, когда это было. Это было в субботу, накануне Страстной недели, в 6 часов. Они, значит, встречаются с Русланом, Айба не приезжает, и где Руслан говорит вот так и так, что есть какие-то абхазы, при том, что ни в разговоре ни со Стеллой Айба, ни с Джону как бы не упоминается абхазы, потому что когда Вова спрашивает: а кто эти ребята, я извиняюсь на секундочку. Тогда Вова говорит: а кто, говорит, эти ребята абхазы, что Стелла, что Руслан сказали: зачем тебе это нужно, ты их не знаешь. Но есть такой бизнесмен Тумян, вот почитай про него, и как бы, Вова ему тоже сказал: ну, вы же понимаете, с чем мы связаны, чем я занимаюсь, как-то они так разошлись. Москва, она такая, знаете, маленькая, все друг друга знают. Вот этот Тумян, он дружит с нашим товарищем очень близким. И Вова ему набирает и говорит: слушай, вот так и так, говорят, Рафик Тумян, у него какой-то интерес в гостинице Абхазия. Подожди, сейчас я ему перезвоню. Он ему перезванивает, он говорит: ты интересуешься гостиницей Абхазия? Он говорит: да, я интересуюсь гостиницей Абхазия. Он говорит: зачем тебе какие-то третьи лица? У меня мой близкий друг, он помимо того, что там генеральный директор, участник и так далее, он тебе все расскажет, все документы, то есть все. И на что Тумян говорит: зачем мне кто-то? Я веду переговоры с Саидом Агребом. Перезванивает товарищу этого и говорит: Вова, говорит, я не понимаю, кто такой Саид Агреб, он вообще его не знает. И при том он подумал сперва даже на другого человека, но как бы я знаю Саида Агреба. Я говорю: Вова, Саид Агреб очень близко общается с Важей Чачбо. Они компаньоны и друзья. И Вова перезванивает Важе Чачбо и говорит: слушай, Важа, вот так и так, значит, Саида знает, да. Вот они ведут переговоры, почему он обратился, немножко, конечно, все это эмоционально, я это не скрываю, потому что человек как бы влезает в бизнес, и он говорит: почему Саид Агреб, и все это Важа говорит. На что Важа отвечает тут же, то есть она не переспрашивает, Саида тоже тут же в разговоре: а что, говорит, ты не знаешь, говорит, Руслан и Стелла несколько раз с Саидом встречались и вели переговоры по покупке гостиницы Абхазии, гостиницы Оренбург. Он говорит: нет, я первый раз слышал, только что Руслан был, ничего мне не сказал и ушел. Кладет трубку, перезванивает Руслан. Он говорит: Руси, говорит, а вы встречались с Саидом Агребом? Руслан сразу это не понравилось, потому что, началось. Он говорит: какая разница, встречать, да, говорит, какая тебе разница, мы же тебе сейчас сказали. Он говорит: как такая разница, вы за моей спиной встречаетесь, и ставите меня перед фактом. И Руслан уже тоже не очень понравился, Вова кладет трубку опять. То есть я понимаю, что сейчас вот это вот немножко много информации, но мне кажется, это очень важно, как начинался этот конфликт.
Вова, значит, звонит Иваше, говорит, слушай, я напрасно на Саида обозлился, да, это все-таки мои партнеры виноваты, которые вели переговоры за спиной у меня с Саидом. Ну, я, опять-таки, вмешалась я. Я говорю, Вова, твои племянники Мурат и Садрик близко дружат с Саидом. Ну, пускай они ему наберут, может, какую-то новую информацию узнают. Он набирает и тоже как бы говорит, вот, вы знаете, ну, в общем, всю эту ситуацию как бы рассказывает. Мне пересматривает Мурат Бегала, это племянник Владимира, и говорит, я разговаривал с Саидом, да, они ведут переговоры, при этом. И вот тут начинается ложь, на которой я тоже хочу сакцентировать внимание. Они говорят о том, что это Саид рассказывает Мурату, а потом мне рассказывает. Что, оказывается, Вове Беглаве подарили долю. То Вова Беглава, из-за того, что это был подарок щедрый, то они его как бы прожмут, ну, не знаю, какими словами. Это смысл такой, как бы права голоса у Вова Беглава нет. Говорит, и Мурат не рассказывает. Я, конечно, знаете, я еще хочу вам сказать, почему я никогда не влезла в бизнес своего мужа, он бизнесмен, ну, как бы давно, и как бы мне это не надо было, и совсем, я домохозяйка. Я просто здесь сижу как жена и сестра. С одной стороны у меня брат, с другой стороны у меня муж. Я еще раз хочу сказать, если я сомневалась, если во мне 0,01% был сомнение в правоте моего супруга, меня здесь не было бы никогда. Вот, и я понимаю, что начинается какая-то неправильная конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация, я звоню Руслану, я говорю, Русик, что у вас происходит? На что он мне говорит, что происходит? Я говорю, ну какая-то неправильно, я тебя прошу, ну я ваш бизнес не влезаю, но просто не надо какую-то неправдивую информацию говорить обои, потому что когда они придут, и при том, что я не дома говорю, я не хотела, чтобы мой супруг слышал, я находилась у дочери в доме. И я говорю, а что вы мне сказали? Я говорю, так и так рассказывала, что, оказывается, выборы подарили. И вдруг мне Руси говорит, а что говорит? Он говорит, вы такое не сказали. Я говорю, Русик, если вы такое не сказали, позвони Саиду, скажи тогда, чтобы он не рассказывал какие-то неправильные вещи. И тут же говорит, а что, Смитской разве не наш был? Ну, забыл, я понимаю. Я объяснил, что... Да, и сейчас я вернусь к Смитскому. И он говорит, что Смитской был не наш. И я говорю, да, Смитской был не ваш. Смитской был Вовы Беглава. Там все было оформлено на моего отца, Ашуба Валерия Родионовича. Папа владел 100% долей, ну, как бы генеральным директором был, а владельцем, бенефициаром, как сейчас это модно говорить, был Беглава. Ну, и, конечно, тут как бы произошел такой не очень приятный разговор у меня с ним, потому что, как бы, то, чем они хотели влиять на Вову, этот аргумент у них просто развалился на глазах, потому что, ну, как бы, есть правда, есть документы, есть свидетельства. И я хочу тогда, если мы вернулись к Смитскому, сказать, как это начиналось, как это общество вообще состоялось. Уже я сказала, что Беглава владел Смитским в 2007 году. Стелла Айва передает присутствие меня, Руслана Джолна, еще есть уважаемый человек Андрей Зарубян, присутствие передает предложение Тимир Булатова о том, что Вова вместе с гостиницей Смитской зашел в санаторий. Да, санаторий Смитский зашел вот в большую компанию. Идет он будет финансировать это все. Идет перераспределение долей, потому что там было, помимо гостиницы Абхазия Ренталь, получается уже гостиница санаторий Смитской, потом еще гостиница Абхазия в Гаграх, и еще мифические земли, которые должна была перевести в эту компанию Стелла Айва, но это вот на бумажке только было написано. В принципе, и вот в 2007 году, что очень важно, да, на соглашение есть же у нас, правда, если что, мы можем передавить. Они подписывают соглашение, по которому 3 стороны существуют в этом обществе. Первая сторона – это Тимир Булатов. Вторая сторона была Беглава. И третья сторона – Джолуа и Айва. Первая сторона, там прям написано,
должна была производить полное финансирование проекта. Полное финансирование. Она должна была создавать, первая сторона, бизнес-планы. И она же должна, на тот момент гостиница Абхазия была в аренде, она должна была сделать, привести из аренды собственность. То есть это все были обязательства второй стороны. Вот с первой стороны Тимирбулатова подчеркивает, здесь самое главное, что мне кажется, надо довести до общественности, что полное финансирование должно было быть у Тимирбулатова. Бигбаба, он как генеральный директор, Семецкой, со Семецким дошел, и он тоже из аренды, тоже в аренде был, он тоже должен был перевести из аренды собственность. А третья сторона, вот я там какое-то неимоверное количество гектаров в Пицунде, ну какие-то мифические. И вот третья сторона, она должна была как-то вот с этим, ну это все. Вот. И когда я сейчас опять вернусь в 2024 год, я буду возвращаться в Белине, мне рассказать. Почему отказались от Семецкого? Саша, тогда я эту историю расскажу, а потом уже опять к этому конфликту вернусь. А в 2008 году гостиницу Абхазия перевели из аренды в собственность. Я думаю, что здесь все прекрасно помнят, и есть молодые совсем, какая была отрицательная общественная реакция. Ну, правда же, просто говорила много об этом, говорила, что за этими людьми стоят грузины, там, и так далее, и так далее. Тогда на тот момент премьер-министр Маквагу, он позвонил, сказал, приезжайте, дайте все пресс-конференцию, но приехал только Бигбала, и это было потом всегда. То есть Бигбалов всегда за всех давал пресс-конференции, говорил с президентами и так далее, и так далее. Бигбалов приехал, дал конференцию, достаточно жесткие были там, правда? Вы были, да? Ну вот, хорошо, что я свидетель. Вот, да. И достаточно жесткие были пресс-конференции, и это был 2008 год. При этом, как бы, было, уже появилось понимание у Бигбаба, что какая-то идет заминка с финансированием, потому что иногда не присылали вовремя зарплаты, что еще хочу сказать. То есть это все произошло с большой помпой, что есть там такая финансовая подушка, которая все это построит. То есть это было, во-первых, первым условием Бигбаба, когда он входил в это общество. Снялись громадные офисы у ЗАКО, здесь напротив банка. И в 2008 году как-то это все начало сползать на нет. И ничего не строилось, естественно, ничего не строилось. Ну и тогда на тот момент президентом был Сергей Васильевич Покашин, передали обществу генерального директора. Или начинаете строить, или все извини. Передали, но ничего не меняется. И в 2009 году было коллегиальное решение всех собственников. Из-за того, что они не начали строить ничего, вернуть государству Семецкое. Это тоже, мне кажется, очень важно. А при том, что убивало много там раз, вы понимаете, когда идет оформление экономическое, там приватизация, там очень много прав. Я могу сказать, когда он взял Семецкое, просто сейчас это такое лирическое откровение, была выстроена правильно, была переинвентаризация всей парковой зоны, то есть каждое дерево было пересчитано. Была вот эта марсельская черепица, которая была на Семецком. Мы нашли мануфактуру, она существует, которая сделала эту черепицу. Мы поехали в Марсель. Мы были на этой мануфактуре, мы сделали, вы видите, я говорю, это может быть супруга, я там переставочную к нему. Он сделал предварительный заказ, что когда он начнет строить, то есть была проведена большая работа. И, в общем, Семецкой возвращается к государству. В 2010 году дела стали еще хуже, то есть уже месяца они начали зарплату не присылать Семицбулатов, из двух больших офисов переходят все в маленький офис, и в 2010 году Петлава, видя ситуацию, предлагает, ребята, давайте сделаем, отремонтируем одну комнату в гостинице «Олимпиад» и переведем наш коллектив туда, мы, по крайней мере, не будем платить за аренду в этом офисном центре. И вот с того момента, как отремонтировали этот офис, с того момента Тимирбулатов, который было обязательство
полного финансирования не переслал никаким. Полное финансирование этого проекта перешло на плечи Беглова. Хотя, что хочу добавить. Вот эти 70%, которые имеет Мирклаков, присылают весточку о собрании, где они собираются, генеральный директор Ардинга, собираются брать в Универсал-банке. Сейчас я буду говорить в долларах, потому что в рублях, если надо, девочки подскажут, там 500 миллионов, 9 миллионов долларов под 8% годовых. При 18% при финансировании уже есть нарушение закона этого раз. Вот якобы там под строительство пошло такое, но Бигмак на это пишет под залог недвижимости гостиница Абхазия, недвижимости гостиница Оренбург. Да, Универсал-банке. То есть Универсал-банк дает 9 миллионов долларов под 8% годовых процентов. Кому принадлежит? Кому принадлежит? И он при этом дает эти деньги. И он дает, он это банк, я имею в виду, банк дает компании, у которой, вот у нас есть новый страх, о котором мы взяли СС, у компании задолженность за свет 380 тысяч рублей. Вот через год. Как он должен был заплатить это общество эти 9 миллионов долларов? При том, что 9 миллионов долларов при таком большом объеме строительства, это не хватило бы даже залить фундамент всего того, что они собираются там делать. Они даже поднять не смогли. Это максимальная коммуникация и заливка фундамента. То есть мы понимаем, идет абсолютно рейдерская программа. Что лучше видите в Универсал-банке? Но вы так заострили просто внимание на Универсал-банк, собственно, мы не знаем. По нашим сведениям, мы это не знаем. Но один из бенефициаров, и опять-таки, я не знаю, может быть, это не так. По нашим сведениям, один из бенефициаров является Чачба. Но это я не могу это утверждать. Но какое-то отношение, насколько мы знаем, он к этому имеет. Поэтому я как бы заострила на Универсал-банке внимание. Может быть, это неправда. То есть вы считаете, что... Да, я считаю, что это рейдерские запреты. Они дают кредит под 8% годовых. Через год они при этом создают вот эти фирмы, о которых я говорю. Через год банк забирает эту недвижимость и просто переводит на уже готовые фирмы. И все, и Бигвала там и так сам по себе. Ну, Бигвала тут воспротивился, написал целое большое объемное письмо, которое у нас там есть. Это не является участием в обществе. Вот мне вопрос, теперь уже к журналистам. Человек реагирует на... Что в письме дано? Приведи пример. Он объясняет, что в письме. Он говорит, что для того, чтобы взять кредит, надо проектная документация. То есть много. Я, к сожалению... Это он в банк пишет? Нет, оно пашется, а им генеральному директору, что, ребята, это изначально провальная история, что это неправильно он им пишет. Но как-то это никак на это не реагирует генеральный директор, они проводят собрания, но при этом они обвиняют Бигвала, что он не дал им взять эти 9 миллионов. И не дали. Не дали, нет, не дали, да, слава богу, не дали, но он не слава богу. Не успели. Да, не успели. Вопрос. А у Владимира Бигвала было какое-то предложение по развитию общества? Конечно, я же и говорю, что, конечно, по развитию общества. У него, я вам более того скажу, он вообще с гостиничным бизнесом в Москве тоже связан. У него была гостиница там, в Москве. Все эти люди, которые проектировали, был громадный проект. Громаднейший проект, который был нарисован, показан. Более того, когда Кириенко собирал абхазских бизнесменов, он пошел туда с этой бумажкой, показал, какое развитие какое развитие будет гостиница Абхазия. То есть проект есть. Именно как гостиница. Как гостиница. Я, кстати, вот я хотела на это. Опять-таки, не по подтвержденным данным, но по тому, что говорится в нашем обществе, новые люди, которые претендуют, они собираются. Ну, наверное, я думаю, гостиница Абхазия не оставит
апартаменты. И это говорят они все. И мы теперь понимаем, потому что когда я с вами встречалась, я сказала, Боже, для Бога это социальный объект. Дай Бог, я сказала, что дивиденды наш ребенок получил. Ну, важно мне сказал, правда, что для него деньги как ладно, это, наверное, была шутка с его стороны, не знаю. То есть мы потом, когда мы узнали про апартаменты, мы понимаем, почему такая борьба идет. Потому что Бог, опять-таки, везде говорит, что для него главное сохранить этот объект как гостиничный комплекс. В первую очередь. Ну, как я понимаю, для того, что, опять-таки, это не доказано, это слухи. Ну, Прошу, скажи. Да, конечно. Пытаюсь понять. Вы говорите, что изначально у Владимира Битвага, значит, 10% в гостинице Абхазия и гостиница Ориенталь, тоже небольшие 9%. При этом в 17 лет он вкладывал собственные средства, устанавливал это все, и никакого изменения долевого участия не произошло. Люди правильно позволяли, и сегодня вы оказались в точке, где вы Я вас сказала себе, что мы тогда должны были подать на всех участников общества, которым вообще никак. Они не то, что не вкладывали, они даже не интересовались. Их сейчас спросили, ничего не знают. Ну, может быть, сейчас Айба что-то знает, потому что она активные действия ведет. Они ничего не знают, ничего, они не спрашивали. Я же вам говорю, есть переписка, где Бигбаба им сказали, вот я сегодня это сделала, я то сделала, ребята, как-то отчет какой-то должен быть. Более того, вот опять-таки обращаюсь к главному бухгалтеру, у них должен был быть отчет ежемесячный, там договорились, перед компаниями Конти, еженедельно отправляли. До 2017 года они еще как-то реагировали там из Москвы. После этого они даже не открывали, им не интересно было, никакой обратной связи, ничего не было. Абсолютно. И я абсолютно закономерный вопрос. Все то же самое, что они с нами делают, мы могли делать с ними. Теперь другой вопрос. Вам предлагали прикупить вашу долю? В какую-то сумму предлагали за ваш И было ли там учтено участие Бигвага с 17-летним наследием, инвестирование? Нет, ничего. Я вот сейчас вам скажу, что последним предложением, которое Ваня Чачка передал через нашего родственника из вклада, это, наверное, не надо. Он нам передал через нашего родственника, что, там, это было летом 25-го года. Он сказал, мы вот Вове даем 50 миллионов рублей, хотя в суде, я хочу еще раз отметить, завтра будет суд именно по этому делу, что где они говорят, что ни гостиница Абхазия, ни гостиница Ориенталь, они не имеют никакого отношения, но Мажичалька через нашего родственника передали, вот мы Бигбаба предлагаем 50 миллионов рублей или 20% в Ориентале, Только в Ориентале. не в Абхазии, или, здесь барабанная дробь, или он вообще всего лишится. Ну вот мы пришли к точке, когда они пытаются нас всего лишить. Вот предложение, которое они нам сделали за эти 17 лет, за эту работу, за все, что мы сделали, который... Про суд Гулиев вчерашний расскажи. До точки, это монтировать невозможно. Ну да, она до точки скажет, потом скажите, но она на условии, вот так невозможно собрать. Извините, конечно. Вот так они переписывают все время. Не, они на вас скажите, насколько далеко это предложенная сумма от того, что вы готовы были бы рассмотреть, чтобы не... Мы не рассматриваем никаких сумм. Для нас это вопрос чести, достоинства и потраченных 20 лет жизни. Для нас вообще нет рассмотрения этого вопроса. Для меня, вот почему я здесь сейчас сижу, для меня главное, для общественности и до журналистского сообщества, что Бигбаба является честным и порядочным человеком. Бизнес, дела, ну, сами с нам с ним, наверное, разбираться со своими партнерами и так далее. Моя функция здесь сейчас пришла для другого. Я вам пришла рассказать, как все это неправильно делается. Вот сейчас Дана мне напоминает про этот суд, который прошел у Гуля. Сегодня он прошел у Лога. Неоспоримые доказательства. Доказательства. То есть они
Та сторона просит нашего адвоката, предъявите, пожалуйста, вот за эти 1,5 года, как Биг Баба участвовал как участник, а не как генеральный директор в обществе. Мы говорим, предоставим. Привозится переписка Биг Баба, опять-таки, это очень трудоемкая работа, девочки, это очень тяжело, это все вытаскивает, да, Министерство связи подключается в Москве, потому что нужно специальное разрешение, вытаскивается вся эта переписка, переводится где Биг Баба общается со своим коллективом. И говорит, вот я то есть об этом говорила, там, надо к Новому году, то есть это вот такая часть, да, что он участвует в обществе. Более того, он там присылает перевод, который, естественно, такие переводы никогда не считались. Там 25 тысяч рублей на покраску, еще на уборку, это даже никогда не считалось. Это раз. Второе, то, что я вам говорила по этому кредиту. Не участие ли Биг Баба, то, что он отреагировал на это заседание, то, что идет связь. Более того, у нас, сейчас я хочу сказать, вот последнее собрание было 24 марта, где я присутствовала как официальный представитель Биг Баба, где общество создало ревизионную комиссию, и я вошла в эту ревизионную комиссию. Эта ревизионная комиссия должна, допустим, запросить отчет, просмотреть его, и потом должен быть готовый отчет перед обществом. Вот с 24 числа я не могу, во-первых, они закрыли офис от меня. То есть там закрыто, то есть я не могу, вот мы встречаемся каждый раз с Ардзумба и генеральным директором на судах. Я говорю, когда вы мне предоставите отчет? Хотя они должны быть мне предотчет, да, даже по закону Республики Абхазия, когда есть ревизионная комиссия, ты в любое время запрашиваешь, тебе в любое время должны дать отчет. То есть этого отчета в последний день я не вижу, это раз. Почему они так делали? То есть они даже об этом не думали. Они это сделали потому, что на суде у Дёркова мы запросили один документ, который не указан, мы так предполагаем. То есть, один документ, который... Да, что мне говорит, да? Вот. И... Это не надо. Да, это не... Да, это да. И поэтому они от нас прячутся. Саида Акарпов позвонила моим родственникам. Сказал, что мы ничего не дадим. Мы закроем дверь перед ней, никаких отчетов она не получит. Это вообще наши, и вообще Биг Баба там никакого к этому отношения не имеет. Наверное, Сайдан к этому отношения имеет, наверное, он свои 20 лет. Меня знаете, что вас вещает в этой истории? Мы не пришли ни к Варе Чачну, ни к Саиду Агрба, мы не придем ни на их бизнес, ни на их бизнес-интересы, даже если они хотели где-то там купить. Мы ни на что не претендуем. Мы, ребята, хотим, чтобы 20 лет работы, преимущественное право, то есть этическое право, законное право, право по Аксуару, мы хотим его отстоять. Вот что мы хотим. Я желаю ни Саиду Агрба, ни Варе Чачбе, и всем людям в этом конфликте, кто только самого хорошего, это близкие для нас люди. В первую очередь, это мой брат. Вы понимаете, что это с нами происходит? Это мой брат. Как я могу? Я в ужасе. Вы не представляете, для меня, что я здесь сижу, это для меня, как будто я в какой-то параллельной вселенной. Я поверить не могу, что я хожу на суды абхазские, сижу перед абхазскими журналистами и говорю о таких вещах, об родных и близких. Для меня это личная трагедия. Про суд скажи, Гулия. Как они исключили, что они Вову... Они Самое главное, молчит. Гулия и Вову ни один аргумент, опять-таки говорю, миллионов, там не было ни 1, 2, 3, 4, там было много аргументов. Вот наш адвокат, опять-таки, если какие-то вопросы будут, она вам все скажет. Не учитывая ни одного аргумента, берет иск и полностью удовлетворяет иск Айба об исключении. То есть, допустим, 1,5 года, то есть, слушайте, вы за 1,5, допустим, он мешал вашему обществу, где, я вам рассказала, как он мешал. Вы 17 лет жизни вычеркиваете. Это где вообще такое видно? Это когда такое было видно? Когда мы в Абхазии стали такими людьми? Вы мне просто объясните.
Ты сформулируешь, что исключает из общества его. Да, я это сформулирую. То есть до конца это не сбывается. Ну да, это не Да, они не имеют права принимать такие решения. они не имеют права, Не имеют права. Откройте закон, четко написано, 10% акций, когда человек имеет... его надо исключить. Нет. Он не влияет на решение тех, у кого основные права. Какие решения? Какие решения? Ну, они могут переизбрать, могут решить, могут назначать гендиректора, могут не назначать. Правильно, я понимаю. Это по-человечески я вас понимаю. Мы не А вы по закону не понимаете. Как не понимаете? Смотрите, по закону, опять-таки я говорю, даже если Беклава был 0,01%, вы сейчас немножко не втупите. Нет, я продажи не имею, я не внутренний решение. Я не пытаюсь донести. Я всегда рейдерский, когда со стороны пришел, захватить бизнес, все. Да, именно так У происходит. вас-то идет спор, Нет, составление. Нет, подождите, я же Акционер. Нет, И снова. нет, у нас идет с новыми акционерами. И по этому поводу мы судимся в суде. Именно по этому поводу. С новыми акционерами судитесь или У нас третьими лицами проходят Азербайджан. Третьими лицами в суде у нас проходит Азербайджан. Третьи лица пытаются правдами и неправдами прийти и захватить этот объект. Именно захватить, по нашему мнению. Скажите, если вот сейчас вы пойдете в кассацию, и суд, например, вынесет другое решение, вы готовы были бы теоретически, как вы видите идеальный исход этой ситуации? Вы можете выкупить долю других учредителей и восстановить этот объект целиком? Конечно. Сейчас? Конечно, потому что, как вы считаете, есть 2 года борьбы просто для того, чтобы шить, мы такое количество вовлеченных в это людей. Естественно, да. Более того, я вам скажу, это было, кстати, вот опять-таки, да, вот если вот возвращение Бигвава в 24 году в конце июля позвонила Джуну и сказала, говорит, Руслан, давай вот как бы немножко все вот успокоимся, я к тебе приеду, мы поговорим. Вот приезжает Трусик и говорит, Трусик, давай вот я сейчас привезу деньги, мы, есть инвесторы и так далее, и так далее. И сам говорит, хорошо, Вова, и это тоже надо, то есть как бы то, что было говорить... Вы присудили, а потом извинились, сказал, что не может. Нет, не то, я не об этом сейчас говорю, я не об этом. Он сказал, хорошо, Вова уезжает, он говорит, я сейчас поговорю со всеми учредителями. Он приезжает, разговаривает, значит, перезванивает и говорит, Вова, дела лучше, чем я думал, Тимир Булатов согласился. Он говорит, хорошо, Руслан, я еду в банк, но это целая процедура, потому что он прям чуть ли не наличными пытался им все это платить, это не надо говорить. Вот, и вдруг через 15 минут Вова находится в банке, звонит ему, Руслан, и говорит, Вова, я не понимаю, что происходит. Стелла пошла в отказ, она уговорила Тимура не продавать. Вот, опять-таки, я нахожусь в отказе. Он говорит, ты представляешь, какая ситуация? Я звоню Стелле. И я говорю, Стелла, это, кстати, на вопрос, связан с вопросом, который вы говорите. Я говорю, Стелла, объясни мне, пожалуйста, по какой причине вы не хотите продать Бигвава, но вы хотите продать Агру. И тут она говорит, ты знаешь, она мне говорит, у нас есть обязательства перед Саидом Агром. Слушай, то есть у вас есть обязательства перед Саидом Агрба, а перед Вовой Бигвава у вас обязательств нету. Человек, я сказала, Стелла, вы вообще что продавали? Я хочу еще сакцентировать. При каждом президенте были проблемы. При каждом президенте, здесь журналисты, вы знаете, сколько вопросов было, потому что не строится гостиница Абхазия и все остальное. Да, эти все вопросы и то, что вообще это сохранилось, это все только благодаря Бигваву. Я сказала, вы что продавали бы, если не Бигвава? На что она мне опять говорит об обязательствах? Я говорю, какие? Но она мне не ответила. Я не знаю, что у них перед Саидом какие обязательства, я не знаю. И вот еще хочу продолжить. Последний СМС, который тоже зафиксирован нотариально, который написал Тимир Булатов Бигвава, он написал, я, Вова, выхожу из этого всего, потому что Стелла все замутила. Я вам прямую речь наизусть знаю. Пускай она все и расплевывает. Вот что написал Тимир Булатов, последний СМС Бигвава. После этого у них не было никакого контакта.
Ну, предположим, сейчас будет суд еще один, и вы опять проиграете. Что будете делать? будем судиться до конца. До какого конца? Если Если нужно довести до общественности Абхазии как неправомерно, по всем параметрам, не по закону, не по абхазской, не по человеческой, не по, как это сказать, не как люди поступают, для людских, не по-людски, спасибо за подсказку, не по-людски поступают, сплёвывают. Вот что написал Тимир Булатов, последний СМС Бигвала. После этого у них не было никакого контакта. Ну, предположим, сейчас будет суд еще один, и вы опять проиграете. Что будете делать? Будем судиться до конца. До какого конца? Если нужно довести до общественности Абхазии как неправомерно, по всем параметрам, не по закону, не по абхазской, не по человеческой, не по, как это сказать, не как люди поступают, для людских, не по-людски, спасибо за подсказку, не по-людски поступают люди, которые и выгодные партнеры, и те, которые стоят за этими... Можно я два слова скажу? Вот, смотри, вчера я была на суде в Гуле. Я услышала аргументированную речь адвоката Бигвала Даны Чужба. До этого выступали свидетели. В качестве свидетелей выступили сотрудники организации. Абсолютно, понимаешь, доказательная база, что человек участвовал в работе этого общества. Другая сторона абсолютно, никаких не привела доказательств, что это было не так. Они все время напирали на то, что вот он это делал как гендиректор, а не как сторона. Но выяснилось, что даже 1,5 года последних, когда он не был гендиректором, он все-таки многое делал. Скажите, пожалуйста, да, на первом этаже гостиницы «Абхазия» последние несколько лет функционирует ресторан, летний, не знаю. Гостиница Абхазия, да. Вот, Саид Агрова имеет отношение к этому? Нет, это был ресторан Саид Агрова имеет отношение. Это там был Саид Осия взял в аренду. Я вам даже скажу, на каких условиях. Первые 2 года были каникулами, они 2 года ничего не платили. Вторые 2, я просто об аренде, чтобы понимали, да? Потому что очень много лжи по этому поводу. Вторые 2 года они платили 19 тысяч. Третьи 2 года они платили 25 тысяч. А потом уже, когда, кстати, Бигвал ушел, они платили 50 тысяч, но они справились с этой арендой, и там сейчас это закрыто. Это вот про аренду, которая была... Я кричала, спрошу. Но вот когда вчера нас выявили о том, что сегодня будет конференция, ну, конечно, любопытство сыграло, потому что я, если честно, не совсем вообще не в теме была, потому что происходит, кроме субъектного процесса ЦРЛ, вот там было интересно, не закончился. И вдруг, как вы говорите, в народе ходят, есть разговор о том, что весь конфликт Бигвала со своими соучредителями общества случился именно вроде как из-за Причала, который почему-то напротив из-за какого-то Причала. Нет, я не знаю, что это такое. Гостиница, это ресторан Ламбра, ни Бигвала, ни Джонова, ни Тимир Булатов, ни Айба не имеют никакого отношения. Насколько я знаю... Нет, вот это общество. Вообще это общество не имеет к этому отношения. Насколько я знаю, там владельцы другие, один из владельцев, насколько я знаю, тоже Чачба. Больше я ничего не могу сказать. То есть, да, ничего, если... Скажите, Девочки, тише. Я сейчас... Я понимаю, что это очень... Вы знаете тему, мы не знаем, поэтому можете глупые вопросы. Да. Что, чего делить. Значит, скажите, пожалуйста, за время вашего конфликта случались ли ситуации, когда процесс урегулировали, скажем так, не в судах или юридической плоскости, а любым другим способом включались, например, ФСБ включалась со стороны вашего супруга, сразу уточняю, либо, скажем так, уличные элементы, даже не знаю, как это правильно назвать. Я понимаю, вот пытались решить этот вопрос. По поводу ФСБ мы подавали в наше СГБ заявление
Да, это оно есть официальное заявление, которое лежит в СББ. Это было по поводу вот этого так называемого кредита. Оно официальное. Мы заявление писали в Нацбанк, мы заявление писали президенту, мы заявление писали в МВД. То есть, я же говорю, все правомерными по поводу улицы, ну, я вам расскажу, супруг полковник милиции, а бывших милиционеров не бывает. Он никак для него, при том, что какая-то часть моих родственников имеет отношение к тому миру, он как бы от них нет, не обращается. Никогда не обращается. Мы не обращаемся. И все-таки, вот, предположим, президент сложного арбитражного суда принимает последнее решение, которое не подлежит обжалованию, не в вашу пользу. Дальше. Вы знаете что? По мере поступления проблем будем их решать. До этого мы попытаемся всеми правовыми методами это решить. И общественно, и, может быть, недостаточно, при том, что, наверное, мы не хотели, опять-таки, выносить на суд общественности, как бы, нашу точку зрения не знали, и, может быть, как бы, вот так будет решаться. Это же не долго, это же не быстрое время. Пока будет касаться одна, потом и вторая касается, потом Верховный суд. Сейчас я не могу вам ответить. Если судить по вчерашнему суду, на котором я присутствовала, и решили, ты знаешь, у меня много вопросов, честно говоря, к судье Гулиевой. Я уверена, что она человек профессиональный. И, конечно, мне интересно, вот при том, что были такие доказательства со стороны Бигварова, она приняла решение удовлетворить иск об его исключении. Тут вопрос, что я задавала. Люди исходят из того, что 90% выступают против 10 и имеют на это право. Вот, скорее всего, такая... Нет, подожди, они его вчера не поэтому обвинили. Они его обвинили в том, что он препятствует развитию банка. Я просто не Да, но знаешь, что как бы судья должна разобраться, насколько это то, что они предлагали, соответствует развитию банка. Ой, банка, еще раз акцентирую ваше внимание, что вся проблема и весь конфликт вокруг преимущественного права. Для того, чтобы обойти это преимущественное право, придумана вся эта схема. Я не знаю, может быть, я не права и называю это рейдерской схемой. Не знаю, это можно по-разному назвать, но это схема, которая для того, чтобы... Да, схема, лучше называть ее. Так, скажите, я насколько... Вот сами. Хорошо, эта схема, она придумана для того... Хорошо. Это схема, которая придумана эта схема для того, чтобы обойти это преимущественное право. Наша сторона на этом настаивает. Это только для этого. Они не смогли ни мытьем, ни катанием, ни так, ни сяк избавиться от Бигвара. И последнее, это вот как бы удалить его из-за очень... То есть как, я обращаюсь к общему, да, вы удаляете человека, который 17 лет своей жизни посвятил. Как это вообще, по какому праву это происходит? Потому что вы захотели обладать этим гостиничным комплексом. Ребята, опять говорю, не мы к вам пришли, вы к нам пришли. Вы пришли к человеку, который посвятил этому свою жизнь. У его соучредителей никогда не возникали. Я опять побью, я опять говорю, до 25 апреля 2024 года, опять-таки говорю, у нас целая сумка с нотариально заверенной перепиской, где только благодарность была. Когда суд примет решение об удалении из состава учредителей, какая-то компенсация выполнена? Компенсация по закону положена, но это будет равно, пропорционально, по поводу компенсации, это будет пропорционально той, в зависимости от размера уставного капитала и размера доли учредителя будет высчитываться эта компенсация. Там уставной капитал около 2 миллионов рублей, и из 2 миллионов рублей 10% компенсации. Это не имеет значения при выдаче компенсации. У него было смысл. Если бы Стелла через моего брата не дала бы этого предложения, поверьте мне, хватило бы и финансовой, и остальной возможности довести следствие до конца. Кто за это будет отвечать? Вот спросили, вот у меня вопрос к его учредителям или тем, которые за ними стоят. Слушайте, там все понятно. Еще вопрос, честно говоря, вопрос к суду, на каком основании было принято такое решение.
Понимаете, когда есть доказательства, судья вдруг, вот просто как Губов вчера разобрал, когда я это слышу, я задаюсь вопросом, а что за этим стоит? Понимаете? Я не поняла, как Северцова. Вашего супруга было в собственности, Не в собственности, было в аренде. в аренде. Было в аренде со государственной. Когда они заключили, да, когда они заходили в это общество, у него в аренде, как и гостиница Абхазия это была вот на них в аренде. По соглашению, которое можно показать, все финансирование дальнейшего с момента вхождения его в это общество должно было перейти к Тимирбулатову. Из-за того, что Тимирбулатов не совершал ни надлежащим образом, исполнял свои обязательства, то есть перестал финансирование, о котором я вам говорила, пришлось распрощаться, это было коллегиальным решением, пришлось распрощаться с гостиницей Смитского. А что что вы говорите? Да, что Гагар тоже, да, рассказать? Нет, вы сказали просто, что... Гагар, нет, ничего не потеряли, Гагар продали. Скажите, пожалуйста, преимущественное право только у вашего У супруга? всех, нет, все, конечно. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из компаньонов платит вам что-то? Нет, нет, Ничего. ничего, ни дёрну, ни айба, ничего, ни копейки. Более того, человек, который должен был финансировать Тимирбулатов, в 2010 году перестал полное финансирование прекратить. И еще один вопрос. Почему за все это время не удалось все-таки запустить это? Это большая боль наша. При этом, опять-таки, были все эти конференции. Сперва, ну, как бы мы помним, да, кстати, накануне 2008 года была договоренность с инвестором, который должен был войти. Это был иностранный инвестор, он был турецкого, кстати, происхождения, да, должны были вот это все. Но, к сожалению, насколько я помню, я могу тут ошибаться. Наступил 2008 год, это вы помните, да, экономический кризис. Каждый, то есть вы не представляете, с каким количеством, даже без Потенциальных инвесторов. потенциальных инвесторов, начиная с Абрамовича и по списку, встречался Беглава, но никто не хотел идти в Абхазию. Здесь все-таки это очень дорогостоящий проект. И вот что я хочу сказать, вот накануне суда Гацуреля, где вы его помните, уже была договоренность абсолютно с Нешикалумбанком, и вот как там вдруг у нас случился вот этот конфликт с семьей Гацуреля, и да, это восстановилось. Когда закончился суд, вот я говорю, 13 марта закончился суд с Гацурелем, мировое соглашение, Беглава пишет: Джона, все, я продолжаю переговоры с Нешикалумбанком. 25 апреля 2024 года вот это предложение, и у нас мы пошли в этот конфликт. И это большая боль, поверь, для нас, особенно сухучане, для нас, я не говорю для них, я думаю, для всех Абхазов, все-таки гостиница это Абхазия. Я всегда, когда в Москве своим друзьям рассказываю, что такое гостиница Абхазия, я говорю, это наш Кремль. Я очень хорошо помню, когда я была школьницей, горела гостиница Абхазия, как взрослые люди, начиная с моей мамы, которая работала в республиканской библиотеке, стояли, плакали. Я свою молодость и детство под гостиницей, под гостиницей Абхазии мы тогда называли. Вы не представляете, что для меня значит, как многим, как все мои родные говорят, нам кажется, если гостиница Абхазия восстановят, и в Абхазии все. То есть мы понимаем, насколько это знаковое место для каждого Абхаза. Это то есть эта ответственность мы абсолютно прекрасно понимаем. И Кто являются участниками судебного процесса, каждого судебного процесса? Только учредители общества? нет, третье лицо, Чач Баягова, А в каком процессе? это по купле-продаже. По купле-продаже, потому что мы считаем, что у нас, в принципе, у нас на этом вообще вся строится, да, весь суд, что Стелла Айда представляет интересы Чач Баягова. У вас доказательства есть того, что была? Вот мы же предоставляем, я же говорю, мы люди открываем. Нет, не только переписки. Саида Агрова мне лично сказала, что он купил. Чач Баважа мне лично сказал, что он купил. Там вкусные доказательства. Подождите, не спешите. Я их приблизительно так и происходит, они говорят,
Весь город Сычуань говорит, что за покупкой стоят, и они сами, они же не отрицают, когда их на улице сейчас спросят. Даже если сюда. Более того, и мы требуем каждый раз на каждом суде ручную ставку. Мы требуем, но никто не приходит, и никто с нами не встречается. Не доказательством или является открытие в Министерстве юстиции 2 фирм под названием гостиница «Ориенталь» и гостиница «Абхазия». Ну, я не знаю. Ну, вот смотрите, вы говорили, что ваши оппоненты собирались брать кредит, но они бы его не вернули вовремя. Конечно. Хорошо, а под что ваш муж тогда собирался брать кредит? Мой муж ни под что не собирался брать кредит. Он берет. Ну, а как вы не знаете, как кредит берет? Для кооперативов большая очень. Естественно, там прямо Плачивал Ну, не год брал. Он брал это долгосрочно. Объясни, пожалуйста, ты лучше объяснишь, это долгосрочный кредит. Ну, как бы, подробности я, может быть, не знаю, но я считаю, что во внешэкономном банке кредит, если бы брал кредит, то он брал, во-первых, не на год, а больше период, 25 лет. И во-вторых, Этот кредит застрахован. Это самое главное. как я хотела сказать, Да. кредиты, которые выдаются во внешэкономном банке, они страхуются. Это единственный два кредита. Я думаю, что там залоги какие-то берут. Да. Скажите, пожалуйста, на основании чего, вы знаете, формировалось вот это процентное долевое участие изначально? Это она не знаю, вот так они решили. Да, на это может Нет, она не может объяснить. Это я могу объяснить, я находилась. Так они решили, собрались. Ну, я вам говорю, вот, ну, есть такой благодетель, видите ли, Платова. Это его было условие. Учитывая, опять-таки, возвращаемся к Ваш супруг чем поучаствовал? Шведским. Заметили. Отказался от аренды или Нет. Нет, я уже объяснила. Он с Минским зашел. Он пришел. Я понимаю, был в аренде санаторий, Да, смотрите, Шайзе. и он его отдал кому-то, это право лучше. аренды передал Нет, кому-то. нет, это, смотрите, это стало общей собственностью этой компании. И гостиница «Абхазия» на тот момент, тоже была в аренде. И гостиница «Абхазия» в Гаграх тоже была в аренде. Нет, мы ничего не нарушали. Мы это договор между ними. Они заключили такой договор. На тот момент они взяли решили, что 70% доли отходит участнику, который берет на себя полное финансирование. На основании того, что он пообещал вложить в не вложить. И долевое участие никак не изменилось. Да. Скажите, а кто владел этими объектами, которые были в аренде? Смитским государство брали же, конечно. А сейчас их собственник? Мы не знаем, изъяли же мы, честно говоря, судьбу санатория Смитского. Гостиница «Абхазия». Потому что сумма, да, выплаты в государству Да, платили, да. как скидывались? Так, что далеко Нет, подождите, вот в том-то и дело, поэтому вот Тимирбулатов 70% оплатил выкуп он. Конечно, и что-то, он оплатил, конечно, я же вам говорю, да, он выкуп этих объектов, это все было на нем, но при этом на нем еще было полное финансирование, которое он прекратил, поэтому у него были эти 70%. Спочули, а вы говорили, что Качали. кто-то там есть? Да, это баррикады, да. Так как он долю свою Не продают, да. А в случае, если не удастся, например, да, все-таки выжить вашего супруга, Он остается сюда. а с вашим супругом почему так, что он остался с 70%? Я опять-таки говорю. Да, он хочет, это преимущественное право. Они продают третьим лицам. Здесь опять-таки весь конфликт в том, что существует преимущественное право. Если не получается хотя бы так, чем вообще никак, ну, как вариант. Я, конечно, предлагаю 50 миллионов. Он мне не предлагает себе после двух. Да, конечно, не предлагает. Нет, они даже ошибки предлагают. Вы там же.
Сюда выдали вместе с чачем. Я опять-таки говорю, чаще вариантов они не могут. То есть мы боремся, я опять повторяю, мне кажется, это опять очень важно, что есть преимущественное право, которое ни Айба, ни Джонова, ни Бачали не собирались покупать доли. То есть они не претендовали на это преимущественное право. Все участники этого общества знали, что у Двиглава есть такие намерения. Они об этом прекрасно, они были выставлены, вот я вам опять говорю, уведомлены, и как бы они прекрасно, они понимают, что у Бога есть преимущественное право, поэтому поэтому были вот такие закулисные переговоры, и они поэтому Беглава поставили перед фактом. Можно сейчас очень коротко и схематично? Есть общество, есть доверие. В это время, вот вы вспомнили про эту пресс-конференцию, задавались, и я считаю, абсолютно правомерные вопросы владельцам этих гостиниц, когда это построить. Потому что я сама помню, как гостиница Абхазия горела, и сама стояла и плакала. Для нас это сердце нашего города и сердце нашей страны. И для нас, как сукунчан, это было, ну, поверьте мне, для него это не зарабатывание. И зарабатывание, конечно, тоже, мы сейчас не все, не как бы, понятно, всех понимаем, что это бизнес. Да, бизнес, но это был в большей степени еще социальный проект и ответственность Беглава перед своим городом и перед своим народом в первую очередь. И для того, чтобы оживить этот маленький клочок земли, он принимает решение начать его ремонтировать. Вот здесь вот у вас пресс-релизов, это в тот момент, когда Беглава пришел, и на тот момент, когда в офис пришли другие люди, и потом уже другой чуть-чуть. Вот это вот когда, это май 25-го года. Май 25-го года, здесь очень хорошая фотография, если что, мы тоже можем вам оставить. Начинается ремонт этого арендаря, начинается поиск арендаторов. Первый арендатор, я очень хорошо помню, это Ирма Ашева, у нее есть ювелирный магазин, вы, наверное, прекрасно знаете, он выходит прямо на набережную. Потом, когда это место жило, очень много людей приходило, это такое, ну, как бы самое такое хорошее место, очень много людей обращалось к Беглаву, дай нам, мы можем там кафе сделать, но он сказал, ребята, я такое не могу с этим человеком сделать. Она пришла первой, когда было вот такое состояние, и я не могу с ней так поступить. Она рискнула, и она по сей день там находится. Были постоянные, знаете как, арендаторы приходили, уходили, месяцами не платили. Вот я еще раз, Ильяка, покажи, чтобы тебя увидели. Вот наш главный бухгалтер, она прекрасно, ну, как бы, вот, если есть какие-то вопросы финансирования и всего остального, она вам их видит. Вот, то есть месяцами надо было платить. А потому что арендатор, знаете, как зимой не платили, как говорили, ну летом, вот будет сезон, мы оплатим. А эти деньги надо было оплачивать. Они должны были, все семьи, маленькие дети должны были жить, зарплаты должны были платиться, налоги должны были платиться. Ну, как бы очень много, ну, вы понимаете. И, в общем, восстанавливается арендар силами Беглава, личными средствами Беглава. Мы все прекрасно помним Азора Гумава. Это одна из легендарных личностей Супуна, историков, да, у которого было самое большое количество фотографий по Супуне. Беглав обращается к нему и говорит, предоставьте, пожалуйста, мне фотографии, чтобы я хотела восстановить так, как было до революции. Значит, он по этим фотографиям заказывает эти флюгеры, которые все полетали, это медные флюгеры, заказанные в России, привезенные, установленные Беглавы. Это не просто, понимаете, я что этим хочу сказать, это не просто, вот так, знаете, вот сделаешь что-то, да, и что-то, и что вот это как бы деньги приносило, и все, даже как бы даже сама окупаемость не просто так. Это хотелось в первую очередь, чтобы было красиво. Те же часы. Я видела эту переписку, он тоже заказывал их в России, где он переписывается с мастерами, там они говорят, давайте 1,10 м сделаем стрелку, он нам не 1,20 м, потому что это будет более красиво, более правильно. На тот момент, когда, кстати, часы устанавливались, был мэром Эшва, он ему предложил, говорит, давай напишем твое имя, может, что ты подарила городу. Он отказался, сказал, нет, это не надо. Да? Ну, сейчас у нас, как правда, принято, как бы стену покрасят, стоят, и ну, как-то это не очень нам нравится тоже. Но это другая история. Я не знаю, брусчатка вокруг гостиницы Абхазия, коммуникации, я не знаю, что?
Пальмы подсказывали родственники. Пальмы, я не знаю, крыши, ну все, водопровод. Канализации. Ну, я все здесь перечислять не буду. Вы можете себе представить, за 17 лет сколько вот таких хозяйственных моментов было. Еще что хочу сказать, что каждый год, как с 2007 года он приступил и стал генеральным директором, не было ни одного года пропуска, чтобы гостиница «Абхазия» не была украшена к Новому году. Каждый год это было разное украшение, при том, что первое место они все время занимали, и потом тоже, кстати, это еще Прилежного было, он сказал, нет, мы сейчас не перестанем этот конкурс ходить, потому что вы это выигрываете. При этом Беглава получала зарплату, ну так надо, чтобы он получал зарплату, вот опять-таки здесь подтвердят, но эту зарплату он никогда не брал, оставлял вот там мизерные зарплаты, по на самом деле были, и оставлял свои на какие-то хозяйственные нужды, или там дальше, да, дальше. Ну, в общем-то, в принципе, о 17 годах это понятно. И мы приходим, значит, к 25-му году, да. И вот тогда, значит, я остановилась на моменте, когда вернулась, я разговаривала с Русланом. Вот. Что еще хотела сказать, после разговора с Русланом, Вова опять разговаривал с Вахой, потому что Ваха говорит Чарльзу. Вова рассказывает, что у него идет переговор, и Ваха Чарльзу говорит в разговоре, зачем тебе кто-то нужен, но ты прекрасно все. Люди знали, что идет переговоры, что идет уже конфликтная ситуация. Мне абсолютно... Я переживаю вообще не о том, что появились какие-то третьи лица покупатели. Я переживаю, что я все это время начала страстная неделя, я переживаю, что я со своим братом поругалась. Мне вообще в голову не могу прийти после всего этого, что эти третьи лица пойдут и начнут дальше действовать. В конце мая, прошел месяц, в конце мая, это было где-то 25 числа, Беглава разговаривает с Тимирбулатовым, где говорит, Тимирбулатов говорит, что да, появились какие-то покупатели, но, Володя, ты у нас в приоритете, я тебя жду, и Вова ему говорит, да, я все, как бы, это тоже все из переписки. Все абсолютно, это все из переписки. Еще что хотите сказать, заметить по поводу, это 24 год, кстати, это не 25, это 24 год. Вот до 25 апреля 24 года, до момента, пока появились покупатели, и опять-таки все это зафиксировано нотариально. Все участники общества писали, Володя, какой ты молодец, только благодаря тебе это общество какое-то. То есть только хвалебные речи были. Как появляются третьи лица, у нас начинается конфликт. Ну, мне кажется, это непонятно почему. И вот Тимирбулатов говорит о том, что так, и я тебя жду. Ну, с ним договариваюсь, хорошо, и продолжаю свои переговоры и, там, с Внешэкономбанком, при том, что я хотела сказать, что я, может быть, не совсем точную формулировку сделаю, но я попытаюсь довести смысл. Беглава параллельно ведется со страховой компанией, которая отвечает, по-моему, за кредиты, которые Россия делает в ближнем зарубежье. И эта страховая компания, с которой застраховала вложения в аэропорт и в гостиницу Абхазия, это единственные были, как бы, то есть это договоренность именно только по двум объектам. То есть я опять хочу сказать, что идет работа полным ходом. И вдруг 16-го, то есть мы вообще не думаем, что есть эти третьи лица, да, и вдруг 16 июня звонит опять Тимирбулатов Беглаве и говорит, Володя, знаешь, что ко мне пришли Саидагова и Иван Рычачева и принесли предоплату. Ой, ну говорит, как, Тимир Ахатович, мы же с вами договорились, что вы меня ждете. Ну, он говорит, ну вот видишь, пришли. И он говорит, хорошо, говорит, они пришли, говорит, я, если в течение недели принесу вам деньги, вы отыграете назад? Тимирбулатов говорит, да, я тебе обещаю, что мы перейдем. Все отыграли назад. 18 июня, опять-таки, все есть задокументировано. Ни слова неправда, что называют. 18 июня пишет ему Тимирбулатов. Это есть смс. Я практически могу ее найти, что пришли очень серьезные люди, и очень серьезные люди за ними стоят. Володя, извини, я очень тебе хорошо отношусь, но бизнес из бизнес.
И я заключаю с ним сделку. И вот с этого момента, наверное, такой уже открытый конфликт пошел между Бигмава и своими участниками. Эти люди, которые пришли, это были Агрба и Чачба. При том, что потом Чачба начал искать встречи с Бигмавом, но как бы потом, не до этого. Я хочу отметить, я понимаю, это, знаете, как это очень такой еще большой личностный конфликт. Все, что я говорю, мне очень трудно говорить. С семьей Чачба мы дружим больше 30 лет. Наши дети вместе выросли. И это вдвойне больнее, поверьте мне, когда с тобой вот как-то неправильно, мягко говоря, поступают твои друзья. И вот после того, как Важа пришел с Саидом к Тимирбулатову, Важа начал искать встречи с Вовой, но на тот момент Вова настолько кипел, и для того, чтобы это там как бы совсем все не высказать и не усугубить ситуацию, он, значит, не выходит с ним на связь, и в этот момент я нахожусь здесь, в Кайзе. Я пошла к Саиду Агарбу, вот здесь же Будо Плаза, я не помню, на каком интернете. Я пошла к Саиду Агарбу и начинаю ему рассказывать. Саид, вот такая ситуация, что Вова ведет переговоры, что это не просто так, это достаточно серьезные люди, там, это у него есть какие-то обязательства. Не могу ничего сказать. Саид со мной разговаривал очень деликатно, очень уважительно. Он сказал, ну при чем тут я? Это все партнеры. Понятно, что он мог еще сказать. Потом, через какое-то время присутствие, мы купили, он говорит, я говорю, как вы можете купить? В общем, как бы такой диалог с ним у нас состоялся. Потом, значит, практически такой же диалог состоялся с Чачбой. Он пришел, я как бы в присутствии свидетеля, он тоже подошел и сказал, что вот он тоже вошел в бизнес, он тоже купил. Где я ему сказала, Важа, вы неправильно поступили. Так не делают. Незаконно. И помимо того, что незаконно, это само собой незаконно. Я об этом уже сказала. Про преимущественное право я могу говорить и не говорить, потому что это все проговаривается всегда в законе. Я хочу сказать о еще этической стороне. Я сказала, Важа, вы не правы. Я сказала, если бы мы с вами так поступили, если бы у нас был интерес в вашей компании, мы пришли бы к вам сперва, спросили бы, мы хотим там купить доли ваших партнеров, там, ваших, Амобайл есть. Мы в первую очередь ваших подошли. Мы не пришли бы за спиной и сказали, договорились бы с вашими партнерами, а потом вам поставили перед фактом. Я сказала, так не дело, это неправильно, сказала Важа. У нас еще там достаточно эмоциональный разговор, потом начал мне какие-то вещи говорить. Дальше. Да, дальше. И дальше. Можно я возьму свои заметки, потому что сейчас дальше никак ты меня перебила. Как пытаются его вывести, преодолеть его? Да. Потом, значит, начинается, идет такой... вот что я хотела сказать. Здесь, мне кажется, это очень важно. В этот момент начинается беспрецедентная, я еще раз хочу подчеркнуть, беспрецедентная ложь, клевета, подтасовка фактов, передергивание фактов, все касающегося моего супруга. Я, честно говоря, в своей жизни с такой абсолютной ложью никогда не встречалась. Если вам интересно, я приведу примеры этой лжи. Интересно? Да? Первое, что я вам сказала, подводили Бигбага, я вмешалась, как мы это, хотя это как мы проговаривались. Вторая ложь, это было по аренде гостиницы Ориенталь, что вот цифрами я не буду оперировать, потому что здесь есть бухгалтер, все вопросы могут мне сказать. Я просто, в общем, да, они, чтобы начали говорить. Я это только понимала. Я потом Руслану позвонила, я говорю, я же понимаю, что они делают. Они хотят Вову прогнуть, чтобы он сказал, все, не хочу, ухожу, у вас как бы в истоках неправда. Я тоже понимаю, что это идет просто как бы давление со всех сторон. Вот. И значит, по аренде. Вот просто так цифры сейчас простую говорю. Допустим, официальная аренда, которую они собирали, 100 рублей. Та сторона начала говорить о том, что нет, они не 100 рублей зарабатывали, а 200 рублей зарабатывали. И вот эти 100 рублей, которые дополнительно зарабатывали, Бигбага клал себе в карман. Якобы, понятно. Ну и потом много всего, что он дал своему племяннику, он построил мойку.
Мойку построил вот этот Мурат Беглава, у него компаньон Свейба, который мальчик продал свою квартиру, Мурат Беглава взял кредит, до сих пор он это утверждает. То есть вранье вы не понимаете какой. При этом, ну как бы, в принципе, это абсолютно элементарный проверить. Надо подойти к кандидатам, спросить, сколько они платят, соединить эти суммы, и получится 100 рублей, а не 200. Но это же не нужно, им правда не нужна. Им надо оболгать, сказать, что вот Беглава в этом деле тоже себя непорядочно вел. Более того, когда в офис пришла новая команда, когда вот Ляна Эйфовна, действительно, она не даст мне соврать, когда их бухгалтер принимал дела, он и говорит, ну это совсем хорошо, это наша белая бухгалтерия, а где черная, он и говорит. Ну, слушайте, у нас нет черной, ну, Ляка, я что-нибудь не так говорю? У нас нет черной бухгалтерии, нет. Более того, у нас ни один арендатор наличными никогда не платил. У нас все оплаты идут через банк, без налогов. Но надо же было оболгать, вот у них это получилось. Да, конечно, вы говорите им. Это вы представляете Все вместе. Я считаю, что это вот такая определенная группа людей, которые, ну, вот хотят выжить Беглава. Выжить Беглава они не могут, потому что, опять-таки, есть преимущественное право. Это преимущественное право они не могут обойти, и поэтому предъявляется, вот он там себя неправильно повел, там себя неправильно повел, тут он себя неправильно повел. И вот в таком духе все это продолжается постоянно. Да, что решает Владимир Беглава? Почему с ним нельзя договориться и вести бизнес вместе? Я не знаю. Нет, во-первых, смотрите, опять-таки как преимущественное право, потому что им Беглава не нужен, они понимают, что у Беглава вел переговоры, что Беглава имеет инвесторов в России, у него есть право, любой, ну как бы, опять-таки говорю, и по закону, и по этически, и по абхазским, и так далее, право выкупа. То есть, получается, это битва инвесторов. Нет, получается битва, да, здесь битва между человеком, имеющим права, и людьми, которые хотят просто, ну, им понравилась гостиница Абхазия или да, они хотят их владеть. Убедили в том, что он недостаточно. Да, при том, что да, вот я хочу сказать, что в разговоре с Русланом Джоном, который состоялся 28 апреля, когда я ему говорю, Русик, послушай меня, очень эмоциональный разговор был. Я сказала, дайте человеку, он через месяц вам все заплатит. И Руслан мне говорит, да, не дадут. Я говорю, ты откуда знаешь, да нет? То есть его уверили, я понимаю, почему Руслан с ним пришел в его, его уверили, что, и я так понимаю, что был какой-то использован ресурс административный, который мы догадываемся, но мы говорить не можем, когда мы что-то скажем доказательства, мы, понятно, об этом догадываемся. То был использован ресурс, и они абсолютно собственники считали, что Беглава и лучше журавль, да, лучше журавль не чем или наоборот, если как бы. И скажите, пожалуйста, судебный процесс. Судебный процесс. Судебный процесс. У нас было много судебных процессов. Значит, берут и снимают. Первый судебный процесс у нас были за генерального директора. Компания, значит, вот эта компания Телекулар и так далее, Джон Айка, они собираются и решают поменять генерального директора. И приводят Арден Баляс, генеральный директор, я так понимаю, что это протеже другой стороны покупателей. Ну что, при том, что само заседание было проведено с большим там нарушением и так далее, на что мы подаем в суд, наша сторона подает в суд, и вот очень долго мы судимся по поводу того, что вот неправильно назначен этот генеральный директор. Суд выносит решение, хотя они говорят, что они выиграли, это неправда. Суд выносит решение о том, что Арден не является генеральным директором, как и Беглава, в принципе. Но как бы Арден не является. Будучи наше дело в кассации, они проводят параллельно еще заседание, где опять-таки назначают этого Ардена. Мы опять подаем на это суд, потому что то есть, дело в кассации, а вы параллельно проводите заседание и назначаете гендиректора. Это одно у нас, да, вот то, что мы, с чем мы судились. Второе, что второй суд у нас по купле-продаже. Я хочу сказать, что за это время, 2 года, сейчас будет 25 апреля,
Бигвава сделал 5 предложений оферт всем участникам общества, где он предлагал 530 миллионов за покупку их долей. Всем. Кроме Почаева, Варентали он не продает, его доля как бы она не рассматривается. Предлагать, еще раз подчеркиваю, по-моему, если я не ошибаюсь, да, 530 миллионов, правда, да, 530 миллионов. Да, по двум гостиницам 530 миллионов рублей. В апреле, подождите, когда купля-продажа пришла в июне 25 года проходит продажа внутренняя между Альбом и Тимирбулаковым. Она покупает все доли его, то есть она становится владеет всей долями Тимирбулакова за 10 миллионов рублей. Ну, мы понимаем, что это сделка ничтожная. Да, но 40 раз дешевле. 40 раз дешевле Тимирбулаков продает долю. В принципе, по закону, они